Как на дело смотрит Колбин. Колбин говорит, тоже согласен. Я говорю, дайте телефон Колбина. Я с ним переговорил. Он тоже говорит, пожалуйста, приезжайте, просим вас выступить. Я собрался сразу и поехал в ЦК. С намерением выступить перед молодежью. Пришел, зашел в кабинет Колбина. Там некоторые члены бюро ЦК были. Решали вопрос, как делать, какие меры принять, что надо объяснить молодежи. И никаких указаний, советов, предложений о моем выступлении речь не шла. После этого был объявлен небольшой перерыв, переговоры пошли с Москвой. Мы, чтобы не мешать переговорам, Колбина с Москвой, а там у них кабинет оставался Мирошкин, мы вышли из кабинета, и через 10-15 минут нас обратно собрали, и Колбин, обращаясь, мне сказал, мы сами примем надлежащие меры, отдыхайте, Ямаш Ахметович. Набрал номер его, попросил товарища Кунаева подъехать. Сначала попросил выступить, потом попросил подъехать на бюро ЦК. Выступить он отказался, на бюро ЦК подъехал. Значит, он сидел вот так вот рядом с перпендикулярным столом, напротив товарища Назарбаева-Камаледенова, суть вместе со всеми членами бюро. И когда он зашел в кабинет, первое, что он произнес, что он сказал, это ваша Назарбаева и Камаледенова проделки. Это вы заварили все. Отказался он выступить перед членами бюро, и мы тогда условились, что выступят с трибуны все члены бюро казахской национальности.